Около года назад в церковные лавки Новоафонского монастыря поступил тираж новой книги архимандрита Дорофея Бар «Скит святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа». Данное издание открывает серию книг нового благотворительного проекта издательского отдела Священной митрополии Абхазии «Храмы и монастыри Абхазии». Каждый выпуск названной серии будет посвящен храму либо монастырю на территории нашей страны, численность которых составляет около 200 памятников историко-культурного наследия. Первый выпуск серии посвящен скиту святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа. Хочу отметить, что скит в селе Анхуа – единственный скит на территории Республики Абхазия. Православная Абхазия, какая она? Есть и такие святые места, которые мы с вами, возможно, еще не видели, да и не слышали об их существовании. В новом выпуске программы «Грани» вы узнаете о новой православной Абхазии в царском селе Анхуа. Чем отличаются храмы села Анхуа? Дело в том, что, во-первых, мы такое сосредоточение храмов не имеем в других абхазских селах. Есть абхазские села, где встречаются 1, 2, максимум 3 храма разного времени. Но мы нигде не встречаем более 5, 6, если дальнейшие поиски нам позволят найти другие объекты, большее количество храмов, как в селе Анхуа. Монахи Новоафонского монастыря в начале XIX века приступили к строительству новой дороги по левой стороне каньона к горной реке Мысра, которая вела к скиту святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа. Предполагалось вымостить всю дорогу известняковым камнем, но до Первой мировой войны успели выложить начальные 200 метров. Дорога, которая ведет в село Анхуа, сегодня в плачевном состоянии. Жители своими силами поддерживают, так сказать, остатки роскоши. В плохую погоду ездить здесь рискнет только самый отважный. И все же, чем же привлекает это село большое количество паломников? Сюда приходят и жители Абхазии, туристы пешком с удовольствием поднимаются. Человеку здесь легко сориентироваться. Во-первых, везде стоят дорожные указатели. Мы поставили дорожные указатели, да, главным образом в отношении этого объекта и храма Святого Георгия, а потом по мере расчистки, да, других объектов там тоже такие указатели появятся. От Нового Афона ровно 7 километров, то есть от центра Нового Афона человек едет в сторону Новоафонских пещер знаменитых, и, значит, проезжая Новоафонские пещеры, будет поворот, если ехать с Нового Афона с левой стороны, там дорожный указатель. И вот от этого места ровно 6 километров по великолепной, значит, дороге по ущелью, проезжая 4 монашеских моста арочных, человек попадает сюда. Здесь мы сейчас находимся на уровне 300 метров над уровнем моря. Приблизительно это занимает, если по такой спокойной, тихой езде, так не надо ездить, потому что дорога непростая, здесь где-то минут 40-45. Да. Расскажите о вот этих вот монашеских мостах, вот что они себя представляют и вообще функционал их тогда и сейчас, насколько вот они выдержали, да, вот такую, да, можно сказать, у них собственная история уже есть. Да, вы знаете, и этот объект, и монашеские мосты я привозил специально сотрудников Департамента охраны памятников историко-культурного наследия, они все имеют в госсписке свои номера. Да, это памятники, которые отныне и впредь являются памятниками нашей страны, нашего государства, нашего народа, да, в том числе эти мосты. Дело в том, что это сейчас у нас есть технологии и так далее. А вы представьте себе, это начало 20 века, ручная кладка, 4 арочных моста, высота одного моста, самого большого, достигает 15 метров. Они, помимо того, что уже сами по себе, да, тот объект, который ты можешь стоять, спуститься, посмотреть снизу, это все очень красиво на самом деле, они несут очень важную функциональную, да, коммуникационную функцию. Почему? Потому что это дорога, через которую мы ездим. Есть и вторая, но она более сложная. Вот. И монахи в то время, поскольку не было автомобилей и так далее, дорога должна была более-менее быть ровной, чтобы они могли провизию отсюда возить в Новый Афон, потому что вот здесь были сады, огороды, виноградники. Вот эти территории обеспечивали Новоафонский монастырь продукцией. И это все надо было доставлять в то время повозками, да? Поэтому они постарались сделать на одном уровне, выдержать с тем, чтобы это было легко транспортировать продукцию, оттуда привозить все, что необходимо было
сюда. Поэтому на этих мостах, когда человек оттуда едет, он может остановиться, посмотреть. На двух из них есть установлены специальные камни с указанием даты строительства этих мостов, 1908 год. Кстати, хочу заметить, что по поводу их прочности, во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов через них проезжали танки. Потому что одно из наступлений в Сухум, да, шли через вот эти дороги лесхоза, использовавшие в советское время, были использованы во время войны. И вот эти мосты сохранились. Еще здесь хочу заметить, что мы счастливы, что имеем эти мосты благодаря известным людям в Новом Афоне, вообще в Абхазии, Гиви Осмыр и Руслану Пандария, потому что когда Донецкая организация собиралась здесь строить санаторий, они хотели расширить эту дорогу, взорвать эти мосты. И вот эти два человека по своей собственной инициативе, да, не позволили сделать это, и благодаря им мы сегодня с вами имеем 4 потрясающих памятника истории культурного наследия Абхазии. Рассказывать сейчас о том, какой здесь будет реабилитационный центр, я не буду. Да и тема у меня совсем другая. А вот то, что помимо центра планируется здесь, в селе Анхуа, воплотить в жизнь, заинтересует каждого гражданина нашей страны. И, возможно, когда-нибудь, благодаря идеям батюшки, село Анхуа заиграет новыми красками. Сейчас мы находимся с вами в селе Анхуа, в центре села Анхуа. Ну, как вы знаете, любая абхазская деревня, она делится на хаблоку, да, на поселки. И вот этот поселок называется Акца. В центре села Анхуа здесь располагается скит святого Иоанна Крестителя. Слово «скит» греческое, оно используется и в русском языке в том числе, оно означает такой небольшой монастырь, небольшой монастырский комплекс, который подчиняется крупному монастырю. Вот этот небольшой монастырь подчинялся Новоафонскому, и сейчас то же самое Новоафонскому монастырю. Уже 3 года мы ведем здесь ремонтные, восстановительные работы. Ну, прежде всего, вы видите, что, во-первых, мы расчистили этот объект от дикой растительности. То есть здесь то, что сейчас вы видите, и зрители видят, это все невозможно было увидеть, все было заросшим. Во-вторых, мы сделали временную кровлю там, где она уже отсутствовала, потому что объекту и в советское время нанесли большой ущерб. Но самый главный ущерб был нанесен, когда его отдали шахтерской организации из Донецка. И они здесь хотели сделать санаторий, начали переделывать это здание под санаторий. Вот они тогда нанесли большой ущерб, потом все это бросили, уехали. Здание 23 года стояло вот в таком состоянии. Сейчас, слава богу, ничего нигде не протекает, то есть консервация сделана. Одновременно готовится проект реставрации и устройство в этом ските не только религиозного объекта, да, но и создание при нем реабилитационного центра для наркозависимых. Одновременно мы собираемся здесь создать серьезную базу для исследования других исторических памятников села Анхуа, главным образом христианских памятников, их очень много здесь. И в дальнейшем мы должны улучшить эти условия с тем, чтобы мы могли приглашать специалистов, археологов, антропологов во время этих экспедиций, с тем, чтобы, имея хорошую базу здесь, работать во всех остальных объектах, которые в наше время не то что для туристов недоступны, даже большинство населения Абхазии об этих объектах вообще не имеет, к сожалению, никакого представления. А это ценнейшие памятники. И здесь у нас порядка 6 древних храмов, которые мы должны в ближайшие, я надеюсь, 5, а может быть и 10 лет, это уже как Господь нам даст силы, возможности, изучить все эти памятники, консервировать их, где-то, если возможно, реставрировать и сделать доступным
Прежде всего для наших жителей, для наших детей, для нашего будущего. И потом, разумеется, любой человек, любой гость, турист, неважно, кто приезжает в Абхазию, будет иметь возможность видеть и посещать все эти древнейшие храмы на территории Абхазии. Возникает вопрос, чем же в нынешнее время так интересно именно селу Анхуа? Для нашего времени, нынешнего времени, чем это интересно? Я был на Святой горе Афон в Греции. Это огромный полуостров с огромным количеством древних монастырей, храмов и так далее, и так далее. Так вот, ты приезжаешь на корабле, сходишь с корабля, и ты можешь идти пешочком. Везде стоят указательные знаки. В любой монастырь, в любой скит, поднимаясь на высоту более 2000 метров, иногда, да, значит, я тоже брал определенную высоту там тоже, и ты можешь остановиться в монастыре, там тебя примут, накормят, дадут ночлег, и утром продолжаешь свой путь. 10 дней я ходил по Святой горе Афон и не смог охватить, разумеется, даже половины этих объектов. Так вот, нечто подобное мне хочется, чтобы было здесь, на территории села Анхуа. Что я имею в виду? Вот приезжают даже наши жители Абхазии, да, приезжают они в скит святого Иоанна Крестителя, он как раз виден на той стороне. Значит, там они могут остановиться, получают ночлег, питание. 3 дня, допустим, как на Афоне предоставляется человеку. Один день он выбирает вот этот маршрут, который мы сейчас с вами приехали. Второй день он может выбрать маршрут в Джилуа, пойти посмотреть эти объекты, посмотреть грот Акция. Третий день он может посмотреть те храмы и объекты, которые я вам сказал, находятся на той стороне. Представляете, это все делается пешком. И это уникальная возможность, когда у вас есть центральный монастырь, объект, и с помощью него вы можете в течение 3 дней осмотреть не только христианские храмы, поклониться христианским святыням, но осмотреть здесь есть очень много крепостей. Здесь есть древние постройки, да? Здесь есть Крамлехи, здесь есть Ацангбара, здесь есть, значит, пещеры, да, где были найдены разные останки, древние останки, да? Здесь есть грот Акция, куда мы с вами сегодня поедем, где есть петроглифы, то есть рисунки древнего человека. Это уникальнейшее место, чтобы вы понимали. Поэтому мною составлены 3 маршрута. Каждый маршрут охватывает порядка 10-15 исторических объектов только этого села. Вот это очень важный момент. И, конечно, еще есть одна мечта. Мечтать всегда не вредно. Но я думаю, что когда-нибудь я не смогу, другие люди смогут реализовать эту мечту. На той стороне, на высоте 500 метров, находится паровозик. И сохранилась дорога, правда, уже рельс нету. 14 километров идет узкоколейная железная дорога вглубь, в Лашпсарт, откуда монахи добывали лес и потом в советское время это использовали. Вот здесь можно сделать маленькую Швейцарию. То есть там есть фуникулер. Если его задействовать, люди на фуникулере поднимаются на гору Акуй на высоте 500 метров. Там они видят древний храм. Там они видят монастырские постройки конца 19-го, начала 20 века. Дальше на паровозике они едут до конца. Значит, и там они видят Ацангвара, проезжают мимо храма Акачанаха. И если появится желание, через тот перевал, пешком, маршрут такой, они могут спуститься в Гума и попасть в Каманский монастырь. Это, конечно, фантастический проект, но, как мне кажется, реализуемый, чтобы вы меня понимали. Я не говорю каких-то невозможных вещей. Мечты, такой, знаете, как мечтательность, подвигала очень многих людей к невероятным открытиям и созданию невероятных культурных центров. Кому-то это казалось невозможно, кому-то это казалось возможным. И я думаю, что вот эти мечты сбудутся, и мы с вами будем иметь на территории Абхазии еще один важнейший, я бы сказал, такой большой заповедник, да, историко-культурный заповедник. Он так и относится, он так и называется на копье, да. Но, тем не менее, мы будем иметь такой организованный. Вы поймите, есть очень потрясающие другие храмы, но вы не попадете, да? Во-первых, без проводника, во-вторых, вы ничего не сможете увидеть. Конечно, так никто не будет приезжать, и самое главное, не просто не будет приезжать, все это исчезнет. Все это исчезнет с лица земли. Я надеюсь, что этого здесь не произойдет благодаря общим усилиям. Второй объект, который мы посетили в селе Анхуа, это руины древнего храма. Сегодня он именуется в честь святого Георгия. Дело в том, что с появлением
греческого и армянского населения в селе Анхуа после малазийской катастрофы в начале 20 века. Они построили над руинами вот этого древнего храма деревянную церковь и осветили его в честь святого Георгия. Поэтому официально храм именуется храм святого Георгия Псашалухоза и Эргнаха. Но на самом деле, кому он был посвящен, в древности мы не знаем. К сожалению, каких-либо исторических описаний не сохранилось. Вы понимаете, что большей частью путешественников, которые бывали в Абхазии в Средневековье, в позднее время, да, в новейшее время, они охватывали те объекты, те храмы в том числе, которые располагались в доступной, да, дистанции от моря. И поэтому мы имеем очень много описаний храмов, расположенных на побережье Абхазии. А вот такие объекты, они, к сожалению, остались вне поля зрения исследователей, ученых, путешественников, да, я имею в виду раннего периода. Затем впервые его зафиксировал Вианор Паджевич Пачулия, когда он совершал экспедицию по селу Анхуа в 1959 году. Потом вслед за ним сюда пришел Орелкин. Институт культурологии тогда, в советского времени, значит, тоже изучал отдельные объекты, чтобы возить туристов. И они тогда сделали первое описание. У нас от Орелкина сохранилось первый план этого храма. Затем все это снова заросло. Тогда они тоже не смогли сделать археологических работ. Причем, вы знаете, он сказал такую вещь, что, ну, возможно, этот объект не представляет историческую ценность. Меня немножко это смущало, да. Я думал, ну, неужели это новая постройка, то есть вот переселенцы прибыли сюда, и они сделали, и потом, значит, деревянную конструкцию сверху поставили. Меня это тоже очень смущало, потому что Орелкин тоже был серьезный исследователь. И в конечном итоге мы уже в 2017 году начали расчистку этого объекта. Сюда попасть невозможно было. Нужно было через какие-то лабиринты пробираться, через непроходимую колючку. Вот. Здесь были такие ужасные навесы, сделаны уже в 2000-х годах, знаете, из такого шифера, каких-то подручных материалов. И здесь люди во время Дня памяти Святого Георгия прямо внутри сидели. Вот, внутри этого храма. Ну, меня это тоже коробило, честно вам скажу, потому что все-таки это и святыня, и исторический объект. И мы построили вот там, сейчас вы видите, эко-здание, да, специальное эко-здание, вот, с черепичным покрытием, деревянная такая конструкция, с тем, чтобы все мероприятия, связанные с Днем памяти Святого Георгия, мы могли проводить, кормить людей и так далее здесь. В прошлом году в октябре месяце ровно 2 недели здесь проводили археологические работы. Вся проделанная работа на этом месте будет представлена в виде доклада на международной конференции в Дагестане. Вот как раз от стен вот этого, значит, храма порядка где-то, значит, 70 сантиметров до 1 метра мы прокопали вокруг вот этот весь объект, внутри в алтарной части и так далее. Наиболее интересные захоронения были обнаружены вот здесь, вот в этой части. Здесь мы имели погребения, христианские погребения, потому что все, значит, погребенные лица, все их останки лежали головой на запад, да? Значит, все они лицом смотрели в эту сторону. У всех были ножи, значит, с прямой спинкой. Эти ножи являются атрибутикой, в том числе христианских захоронений, еще с византийских времен. У одного из погребенных мы нашли, значит, бальзамарий. Это такой элемент, это стеклянный такой сосуд, элемент еще античных захоронений, потом в христианстве оно тоже сохранялось. Вот это очень ценная вещь. Почему? Потому что в Абхазии найдено много бальзамариев, но большей частью, к сожалению, они поломаны. А мы здесь имели настоящий цельный бальзамарий. И потом еще такая интересная деталь. Вот идут сплошь захоронения, да, причем иногда мы встречаем парные захоронения. Был такой интересный момент – скрещенные ноги. Да, вот в одном из захоронений были скрещенные ноги. Это такая очень интересная тема, потому что когда в Кутаиси грузинские археологи в новейшее время недавно нашли захоронение, значит, царицы, да,
у нее были скрещенные ноги. И они предполагали, что она абхазка по происхождению, потому что в абхазской традиции такая вещь существует. Действительно, в этнографии мы встречаем эти материалы, эту тему надо доследовать. Я сейчас не берусь, не буду вводить никого в заблуждение, потому что это нужно специально изучать, ее никто специально не изучал, просто констатирую вам, что одно из захоронений со скрещенными ногами. Далее, вот и шли таким образом захоронения, и вдруг вот здесь, в этой части, было сделано более позднее захоронение, но уже тело лежало вот таким образом, да. Потому что были, видимо, какие-то камни, которые мешали. Вот в верхнем захоронении, значит, мы нашли медный кувшинчик цельный с набором инструментов. То есть какие-то шила, деревянные какие-то небольшие приспособления. То есть видно было, что этот человек мастер. Но помимо археологических работ, потом я приглашал специалиста из Москвы, из Института археологии, Татьяну Шведчикову. Она мне сделала, значит, анализ всех костных останков. И выяснилось, что это погребение – это женщина. Да, значит, вот, у которой были вот эти инструменты, вот этот миниатюрный кувшин с набором различных инструментов, она была женщиной. Да. Вот это тоже интересный факт. Здесь в ходе вот исследования антропологического материала выяснилось, что здесь мы зафиксировали порядка 24 погребений, но поскольку кости перемешаны очень часто, да, много раз и черные археологи здесь копались и так далее, то потом в процессе разделения всех этих костных останков выяснилось, что 35 погребений, причем есть погребения и детей в возрасте до 4 лет. По этим останкам можно понять, то есть была ли эпидемия в то время, да, значит, какие процессы происходили и так далее. Еще нам осталось провести анализ ДНК всех этих останков. Все эти материалы сданы, ну просто в силу нынешних ситуаций немножко, значит, мы работу приостановили, но все-таки это мы продолжим. То есть и в этом отношении тоже это очень интересный материал. Помимо этого были найдены серебряные монеты здесь, да, значит, керамика и весь материал, который был обнаружен здесь, причем интересное погребение было под престолом, вот тем престолом, прямо под ней лежали останки человека. Село Анхуа есть смысл посетить, если есть желание увидеть настоящее абхазское село, не слишком затронутое прогрессом и не тронутое туристами. Я видела много красивых мест в нашей стране, но такое количество святых мест только в одном селе я еще не встречала. Если вы спросите, стоит ли увидеть своими глазами всю эту красоту, я вам просто отвечу – непременно. На противоположной горе, вот та часть, верхняя часть, то, что сегодня современные жители именуют Верхние Анухвы, оно называется Акача поселок. Там стоит древний храм. Он уникален чем? Он уникален тем, что он единственный из всех этих древних храмов, который сохранился. Да, практически нет только кровли, все остальное сохранилось, поэтому мы четко можем видеть архитектуру, конкретную архитектуру этого храма. Приблизительно его датировка 11 век. Но это пока условно. Почему? Потому что у нас нет пока археологического материала. Значит, дальше. Выше, на той стороне, если мы посмотрим, вот эта гора называется Акуй, на высоте 500 метров находится еще один храм. Тоже руины древнего храма, но там, в отличие от этого объекта, очень четкая кладка, то есть проработанный камень. И там тоже не проводились археологические работы, мы просто то, что называется подъемный материал, когда мы расчищаем, да, то, что просто на поверхности лежит, мы собираем, все это фиксируем и сохраняем, да, для дальнейшего изучения. Там тоже было найдено много керамических вещей. Да. Вот это тоже один из таких интереснейших объектов, который нужно будет изучить. Далее, вот за этой горой, Бжилове называется это поселок, на той стороне, ну, советское его название Веселовка, но это новейшее название. Традиционное исконное Бжилове, что там находится еще 2 храма. Значит, причем, я полагаю, что не только я, видимо, там речь идет о монастырском комплексе. То есть мы имеем помимо просто храмов, да, еще мы имеем древний монастырский комплекс, потому что там 2 храма разной архитектуры стоят рядом, и, видимо, вокруг них находятся еще какие-то постройки, связанные с монастырем. Но это тоже очень ценный, потому что
Я по записям знал, что там были фрески, но теперь уже природа все разрушила, и люди все разрушили, я ничего не мог найти. И наконец-то мне удалось найти один камень. И просто приехал, дождь его смыл, и передо мной, ну, правда, уже мы не можем видеть очертания, рисунки, но краска, да, видна, цвета видны, и самое главное, эта находка позволит нам сделать соответствующие анализы, получить время росписи этого храма. То есть этот объект еще, представьте себе, был расписан. Здесь мы не имеем вообще фрагментов росписи, остальные пока мы еще не копали, поэтому нам тяжело судить. Чтобы вы себе представляли ценность этих храмов, в Абхазском государственном музее выставлены целый набор алтарной преграды из села Анхуа. Другое дело мы сейчас не можем сказать. Одни исследователи его относили к этому храму, вторые исследователи относили его к Квача, третьи исследователи относили его к Бжила, потому что когда эти объекты забирались из этих мест в Абхазский государственный музей, это произошло в 1929 году. Не было фиксации, из какого именно это храма. Было сказано из села Анхуа. Понимаете, вот, к сожалению, так получилось. Отсняв большую часть материала, мы, конечно же, продолжили свое путешествие по селу Анхуа. Именно в старинном абхазском селе Анхуа, которое еще называют Анухва, находится грот Акца. Грот расположен в скале из красного известняка на высоте около 30 метров. Представляет собой коридор длиной около 7 метров, а шириной и высотой до 2,5 метров. Сейчас мы находимся такой плат, да, возвышающийся над центром села Анхуа. Это тоже называется Акца. Его вы здесь видите скалу, отвесную скалу. Здесь, на этой скале, в 1946 году, местный житель обнаружил пещеру, куда он спустился. Вот она как раз на высоте 30 метров находится от низа. И затем известный абхазский археолог Соловьев изучил эту пещеру. Там были обнаружены петроглифы, то есть это рисунки, сделанные на камне. Интересно, что причем датировка, их разная. Там есть очень древние рисунки, да, и есть средневековые монашеские. Допустим, изображение ладони с крестом, да? Затем последняя работа по вот этому объекту была сделана в конце 80-х, и вышла небольшая статья в одном из научных сборников Москвы. Уже они по-новому тоже изучили эти петроглифы и так далее, и так далее. Я пишу сейчас специальную статью по этой тематике, где пытаюсь собрать максимально все материалы известные вот по этому памятнику. И в прошлом году у меня была попытка самому проникнуть в эту пещеру с моим сотрудником Дмитрием Бебе. Мы решили сделать абхазский маршрут, не сверху спуститься с помощью приспособления, да, скалолазных, а мы решили, как и действительно поднимались абхазцы снизу. И вот где-то мы на половине нашего маршрута застряли, точнее я застрял, Дима-то охотник, он мог спокойно и дальше продолжить. Но понимаешь, что мы просто можем попасть в какой-то такой просак, и нам придется вызывать МЧС, и приедут люди, заснимут, скажут, вот Илам Шуздзала Абхащан, мы обратно спустились. Но я для чего вам показываю? У нас сегодня немножко другая тематика, да, не столько научное изучение этих памятников, хотя об этом тоже мы говорим. Здесь есть еще одна моя мечта. Она связана с чем? Вы знаете, что такие пещеры с петроглифами, да, с рисунками древних людей, их не так много, но и немало в мире существует. Но на постсоветском пространстве действительно не так много. И, к сожалению, конечно, имея такой памятник, древнейший памятник,
который функционировал и в древности, и, значит, в Средневековье, да, он должен быть доступен. Эти рисунки должны быть доступны. Поэтому, даст Бог, придет время, здесь можно сделать специальное приспособление, то есть деревянную конструкцию, закрепляя ее на этой скале, как, например, во многих аналогичных существует, да, в мире, я просто их видел, чтобы человек мог подняться. Конечно, это немножко будет тяжело физически, да, но безопасно подняться туда, и сам человек, чтобы посмотрел своими глазами не фотографии, не рисунки и так далее, да, сам своими глазами мог увидеть эти древнейшие рисунки на территории Абхазии, которые, вы представляете, там датируются древнейшим временем, средневековым временем, когда уже монахи использовали эту пещеру в качестве, значит, кельи, где они подвязались. Вот сделать его таким доступным, поверьте мне, это будет один из таких важнейших маршрутов на территории самой Абхазии, потому что у нас только в 2 местах встречаются петроглифы, да? Вот. И мне самому, вот я сейчас вам рассказываю, знаете, какое у меня желание своими глазами, хотя я видел рисунки, фотографии, прорисовки, всю историю, да, об этом объекте знаю, но оно не дает мне ощущения того, что, поднявшись туда, я могу увидеть. И чтобы это не делать вот таким способом, конечно, мы должны этот проект тоже продумать в будущем и его реализовать. Здесь прекрасная площадка, здесь должны быть информационные стенды, где весь научный материал должен быть представлен человеку в доступной для простого человека форме, чтобы он и ознакомился с этим памятником. Но в этом году все-таки, даст Бог, я попытаюсь спуститься сверху, вот, с помощью, значит, специальных приспособлений, позвав, есть ребята хорошие у нас в Абхазском МЧС работают, мне уже дали их координаты, вот, они это профессионально умеют в таких местностях спускаться, но вместе с техникой, чтобы мы могли спуститься туда и снова зафиксировать этот памятник, посмотреть, в каком состоянии он сейчас. И дальше, конечно, вот та мечта, которую я вам сказал, даст Бог, когда-то она тоже может реализоваться на этом месте. На свете есть много мест, исполненных Божьей благодатью и сокровенными тайнами. И одно из них – это наша с вами земля. Если сердце нашей страны находится в Новом Афоне, то душа в селе Анхуа. С вами была Рената Шакая.